Впервые на тренировку я пришел в 6 лет. Это стало начало пути к большому спорту. Добиваясь результатов, занимался еще больше, совмещая интенсивные тренировки с учебой. Ставил перед собой все новые цели и шел к ним. Спортивная школа, клуб, сборная России. Был момент, когда случилось 2 серьезные травмы подряд. И тогда я больше всего боялся, что придется остановиться. Спорт – это проверка себя на прочность. Ты выходишь на лед и должен забыть об усталости и личных проблемах. Каждая игра – это огромная ответственность перед командой и теми, кто за нас болеет. Ты должен уметь проигрывать и достойно принимать победу. Контролировать эмоции, быть благодарным за испытания, уважать тех, кто слабее. Что помогает мне находить силы? Моя вера. Ислам – одна из крупнейших мировых религий и занимает 2-е место по численности последователей – около 1,5 миллиарда человек. Ислам распространен на всех континентах, в 120 странах мира. В 28 из них он является официальной государственной религией. В России проживает 25 миллионов мусульман, в основном коренных жителей, представляющих около 35 народов. Я стал практикующим мусульманином в 23 года. Это было мое осознанное решение. С детства я занимался хоккеем. Когда я стал профессиональным спортсменом, я понимал, что для хорошей физической формы нужны ежедневные нагрузки и тренировки. Точно так же и в религии. Если ты хочешь укрепить свой дух, ты должен постоянно работать над собой, молиться, совершать предписанные обряды, получать знания. Ислам зародился в VII веке. Его становление связано с именем пророка Мухаммеда, выходца из арабского города Мекка. Этот город по сей день является центром притяжения для миллионов мусульман, совершающих ежегодный хадж, то есть поход в священные места. Немусульманам въезд в Мекку запрещен. Мухаммед оставил после себя учения, записанные последователями в единую книгу, названную Коран. Писание является таким же священным для мусульман, как Пятикнижие Моисеева для евреев и Евангелие для христиан. Я вырос в семье, где папа мусульманин, а мама была православная. Я был знаком с обеими культурами. На мой взгляд, разные религиозные учения схожи в том, что они стараются развивать в человеке только хорошие качества. Учат жить и поступать нравственно, воспитывать доброту и сострадание. На самом деле, вера очень помогает в спорте, в жизни, во всем. Та или иная проблема, когда ты, даже у нас в религии говорят, что не смотри на тех, у кого выше статус или кто лучше тебя, а смотри у тех, кто хуже и что нет, что у тебя есть. Ты будешь ценить то, что есть. Также в спорте. Я не выиграл игру, я расстроился, но я понимаю, что я могу завтра выйти, то есть у меня есть руки, ноги, я здоров, и я могу завтра выйти и исправить этот момент, чтобы следующую игру выиграть. А кто-то, у кого травмы и уже не может заняться спортом, тоже выйти играть, он уже не думает об этом. И это благодарность Всевышнему есть за ту возможность, что ты завтра можешь выйти и исправить то или иное. Каждый правоверный мусульманин должен 5 раз в день читать молитвы. Время обязательных молитв зависит от положения солнца. В исламских странах на это время закрываются все магазины и рестораны, а перед началом каждой молитвы с минаретов всех мечетей звучит азан, то есть призыв. Мусульманин должен совершать намаз независимо от того, где он находится и чем занимается. Молитва мне всегда помогает правильно настроиться. Чтобы хорошо играть, ты должен быть спокоен и сконцентрирован. Можно очень много тренироваться, иметь хорошую физическую форму, но твои тревоги и плохие мысли могут помешать тебе играть в полную силу. Во время намаза я в покорности обращаюсь к Аллаху и благодарю Его за все, что Он мне дал. После молитвы я начинаю по-другому относиться к проблемам. Мне легче найти решение. Ты не должен думать о плохом, чего у тебя нету. Ты
ты должен благодарить Всевышнего за то, что Он тебе дал. Учения, изложенные в священном Коране, регулируются шариатом, сводом мусульманских правил. В странах, где ислам – государственная религия, шариат действует наряду с гражданскими законами. В светских государствах мусульмане сами стараются придерживаться норм шариата. Все действия мусульманина регулируются понятиями халяль и харам, то есть то, что дозволено и что запрещено Богом. Я считаю, что религия – это основной момент жизни, потому что в последнее время, как мы видим, много безнравственных моментов происходит в жизни, а именно религия учит нам этой нравственности, этим понятиям, что хорошо, что плохо. Ислам воспитывает уважительное отношение друг к другу. Дети должны почитать своих родителей, молодые обязаны заботиться о стариках, старшее поколение подавать правильный пример младшему. Если твои родные попали в сложную ситуацию, ты должен помочь им. Это очень ценно, знать, что ты не один, и всегда есть поддержка со стороны твоей семьи. В мусульманских странах статус мужчины и женщины отличается. Вера предписывает женщине быть покорной мужчине, носить закрытую одежду, вести себя скромно. Женщинам позволяется развиваться в профессии, носить макияж, заниматься искусством. Мужчины имеют больше прав, но в то же время и больше обязанностей. Мужчина полностью берет на себя ответственность за достаток и благополучие в семье. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, нас учил, что муж и жена должны терпимо относиться друг к другу, стремиться к согласию. Недопустимо, чтобы муж был груб со своей женой, а жена поступала против воли мужа. Даже если есть черты, которые тебе не нравятся друг в друге, ты должен радоваться хорошим качествам. Для того, чтобы достичь духовного очищения, мусульмане придерживаются строгого поста в течение месяца Рамадан. В этот период верующий обязан в светлое время суток полностью воздерживаться от какого-либо приема пищи, питья, грубых слов и плохих мыслей. Все это, как считается, отвлекает от благочестия. Суть Рамадана в том, чтобы совершить как можно больше добрых и праведных дел. К ним же относится милостыня. Кроме добровольных пожертвований, в исламе существует такое понятие, как закят. Закят – это обязательное ежегодное пожертвование в пользу нуждающихся. Все, что дано тебе, послано Всевышним. Закят помогает помнить о том, что ты должен быть благодарен за то, что у тебя есть. Это воспитывает щедрость и взаимопомощь. Коран подчеркивает, что между мусульманами и немусульманами должна быть терпимость. Исконно ислам считается религией мира. Пророк Мухаммед сказал: «Ислам – это мир людей с Творцом и друг с другом». Использование символики ислама и отдельно взятых изречений из Корана в корыстных, а тем более в преступных целях, является недопустимым с точки зрения религии. Ну, ты же знаешь, брат, пророк Мухаммад саллаху алейхи вассалям сказал: «Аль-муслиму ман салим аль-муслимуна мин лисанихи ва ядихи». То есть мусульманин, истинный мусульманин – это тот человек, от языка и рук которого остаются невредимыми другие люди. Поэтому ислам – это та религия, которая учит человека в первую очередь контролировать самого себя, чтобы он не причинял вред, не причинял зло другим людям, не то что даже руками, а даже своим языком. То есть никакие дурные слова, какие-то оскорбления человек не имеет права говорить. За годы, которые я придерживаюсь практик ислама, изменились мои взгляды на жизнь и некоторые привычки. Однако религия не мешает мне оставаться собой и вести активный образ жизни. В свободное время от тренировок я участвую в интересных для меня мероприятиях, встречаюсь с товарищами. Многие из них придерживаются разных религиозных взглядов, и это не мешает нам общаться и весело проводить время. Став мусульманином, я стараюсь придерживаться многих правил, которые помогают мне в жизни. Читать Коран, не тратить время впустую, быть честным и уважительным с другими людьми, развиваться духовно и физически.